Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 8.08.2024 года, 8 августа 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев. 16 часов 8 минут по Берлину, 17 часов 8 минут по городу Джохару. Сегодняшний стрим я проведу на русском языке, хотя я его планировал вчера провести на чеченском. Но я решил сегодня провести его, нынешний стрим, на русском языке. 16 часов 8 минут, я уже сказал, 17 по Джохару. И сразу же сводки от Генерального штаба Збройных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1140 террористов, 2 танка, 9 боевых бронированных машин уничтожено, 36 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 4 антиаэркрафта, 1 летак, 1 хеликоптер, вертолет, 1 самолет, то есть 81 БПЛА уничтожен, 3 ракеты сбиты крылатые, 59 автомобильной техники и цистерн и 8 спецтехники. Слава ЗСУ, слава Украине, друзья. И, конечно же, вот это мы просто сухие цифры зачитываем, да? На самом деле это невероятные усилия, труд, пот, кровь, жизни огромного количества людей. Слава ЗСУ, слава всем защитникам Украины, всем до единого. Спасибо вам, парни, парни и девушки. Спасибо. Так, сегодняшний свой стрим я назвал «Курск. Нападение на Россию в День Победы Чеченской Республики Ичкерия». Дело в том, что, как мы знаем, нападение или наступление, наверное, да, нужно это будет назвать. Наступление, подождите, давайте. Я вначале написал наступление, ну, наступление. И надо бы русню, ну, оставим, будем более деликатными в этом плане. На наступление на Россию в День Победы Чеченской Республики Ичкерия. Дело в том, что 6 августа 1994 года, то есть ровно 30 лет назад, 96-го, извиняюсь, то есть 28 лет тому назад, 96-го, 8 августа, была проведена молниеносная операция чеченской армии против оккупантов. И были захвачены 3 города: Гудермес, Шали и город, тогда еще называвшийся город Грозный, столица Чеченской Республики Ичкерия. И тогда в город вошли 855 бойцов. И вчера позавчера с Аядом Идиговым разговаривали на эту тему. Он один из самых высокопоставленных людей в нашем государстве. И он в курсе всех вот этих вещей. Он сказал, что около 3-4 тысяч приняли участие в этой операции. 855 зашли, грубо говоря, там 3000 ждали их, это партизаны. И я, знаете, я сам говорил 855 человек, всегда эту цифру автоматически повторял ее. А на самом деле я помню это время, август. Я как раз на каникулы возвращался домой с учебы и застал как раз вот этот 6 августа, тоже пошел туда, там ходил, мы там должны были тоже примкнуть, но меня поймали родители. Мама с папой приехали за мной и меня забрали, я помню это время. Но я к чему это хочу рассказать? Я помню, что мои ровесники, мои друзья, мои знакомые парни мне рассказывали тогда еще, что до того, как 6 августа произошло, наши партизаны потихонечку просачивались в оккупированный тогда Грозный и занимали позиции. И у нас в Черноречии было 3 группы. Я помню, один раз ночью я наткнулся на одну из групп, которые занимались уничтожением оккупантов. Но мне было известно про 3 группы, которые у нас
действовали. Это только в Черноречии, только то, что я знал, потому что у меня были там источники информации. Поэтому просачивались, были, и сейчас русские сообщают, что вначале там 300 человек вошло, потом 1000 человек у них, там уже 300 уничтожено, они говорят. Конечно, это все абсолютнейшая, наглейшая ложь. Они своих убитых, своих гражданских, которых они расстреливают, тоже, наверное, причисляют к убитым. Ну и плюс еще нолик дорисовывают. Поэтому пока от Украины у нас информации нет, Украина молчит, сколько туда послали, какие действия. Пока со стороны Украины мы мало получаем информации, но силы приличные, русские очень испуганы, очень сильно испуганы. Они полагают, что это не какое-то там короткое нападение или короткий вход, такой, как это было с Легионом Свободы России, РДК. Они заходили, проводили диверсионные какие-то рейды и уходили. Что в этом тоже как бы есть, конечно, и логика, и полезность. Ну, сейчас русские говорят, что эти пришли вроде бы не уходить, налаживается снабжение. Ну, короче, работа ведется в полный рост. Но что я хочу сказать? Конечно же, это не случайно 6 августа, это наступление Украины на Россию в День Победы Чеченской Республики Ичкерия. И это в любом случае это должно иметь успех, ошеломляющий успех, тогда как у нас этот был ошеломляющий тогда успех. А русских мы тогда просто вынудили сесть за стол переговоров и покинуть нашу страну. Было так, да. Ну, давайте дальше. Почитаю ваши комментарии, друзья. Я вас всех сердечным образом приветствую. Очень сильно. Стрим у нас идет в YouTube. Стрим у нас идет в TikTok. Как мы знаем, сейчас идет торможение YouTube в России, как нам сообщают. Ну, будем наблюдать. В любом случае, наша задача вести нашу работу честно, открыто, чтобы вы понимали, что мы работаем на совесть. Так, давайте дальше. Максиму, вітаю вас, слава Ичкерии, Ахмат слился. Вітаю, Максим. Да, Ахмат слился. Демократ, Машвоэль, Халиулин, алейкум. Глушат YouTube, смотрю с задержкой, говорит Шабель. Ясно. Смотрите, если у вас проблемы с качеством изображения, оно качество будет так, ну, в принципе, стримы можно смотреть, не какие-нибудь там фильмы, а просто если только достаточно слышать звук, то нужно поставить на самое малое разрешение, это 144. Качество будет не очень, но зато вы сможете без задержки, как некоторые утверждают, смотреть. Как-то так. И, ну, это все будет усиливаться, Шамиль. Это все будет. Наверное, нам нужно будет делать стримы и в Telegram. Наверное, так к этому подходить придется. Потому что если они нам запрещают говорить YouTube, конечно, мы предупреждаем, что это их платформа, Telegram. Наверное, мне, нужно будет и в Телеграме тоже запускать все дело. Ну, посмотрим. Посмотреться будем. Не можем же мы оставить людей, находящихся на территории фашистской России, без информации. Так, свобода народу Ичкерии. Амин. Выходит, 4000 настоящих чеченцев равны 500 тысячам российским солдатам всей их военной мощью.
ИОКОС, да, именно так, 462 тысячи было войск, и, грубо говоря, 3-4 тысячи бойцов гоняли их как тузик горелку. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, Мавидин. Слава Украине, свободу Ичкерии, героям слава. Амин, амин. Украина задействовала больше 1 миллиона солдат, но никак не могут выгнать русских при всей помощи от Запада. Сейчас фронт, да, немножко, конечно, есть вопросы, некоторые вещи возникают, но я считаю, что тут много причин, не одна причина. Солдаты делают, воины делают все, что могут, а есть много других еще вещей. Так, украинские СМИ озабочены только ахматовцами, а регулярная армия России в Украине не воюет. Да, знаете, украинские СМИ, украинские пропагандисты, которые за эти 2,5 года доказали, что они не хотят победить Россию, мы там и Байдена обвиняем, Америку, там всех остальных, но украинские СМИ являются теми, кто не дает победить Украине. Сегодняшние украинские СМИ, не все, конечно, но большинство, ведут абсолютно непонятную для меня и для многих непонятную вот эту пропаганду, очень странную, очень странную. За все это время, мы не увидели вот этих всех многомиллионных блогеров, Невзоровых, Фейкиных и всех остальных, которые призывали бы внутри России бороться против режима. Мы видим только вот болтовню, которая ни к чему не приводит. Вот все, что мы видим. А люди гибнут, города разрушаются. Как-то так. Так. И украинские СМИ говорят ахматовцы. И знаете, такое впечатление, и вот то, что Ахмед Закаев в Украине принимается, и Невзоровы, и разные Пономаревы, там все это вот, знаете, такое ощущение, не ощущение, оно уже четко устоявшееся такое мнение, что впечатление, что нужно сместить Путина и Кадырова, и все, и на России жизнь наладится. Это вот КГБшники в Украине, наверное, вот именно это и придерживаются этой позиции придерживаются. Не знаю, не видят это украинцы, или мы об этом говорим, но делают так, чтобы... Сейчас, одну секунду. Вот этот человек звонит именно когда идет стрим. Сейчас, одну секунду, я сделаю так, чтобы он не звонил больше во время стрима. Надо же так сделать, чтобы ты не звонил во время стрима. Так. Вот такая вот ситуация, друзья. Давайте будем наблюдать, смотреть. Дело в том, что именно Ахмед Закаев и люди, которые... это, знаете, это очень не просто там Украина что-то там делает, там Ахмед Закаева, она там принимает, Ахмед Закаев всего лишь одна из фигур, одна из персон, которая по большому счету выполняет только лишь задание России. Все, что Ахмед Закаев, его люди здесь, в Германии, здесь, в Европе, то, что делают, меня склоняли, то, что работать на фашистскую Россию. Это все делается только в угоду России.
в угоду России. И в Украине именно вот принимают его, разговаривают. Но это предательство. Предательство чеченцев, предательство интересов Украины, всего-всего этого остального. Мы объясняем, кажется, как будто мы боремся там за какие-то там политические очки, там и там политические конкуренты. Это абсолютно не так. Я лично за себя могу сказать, что я не имею никаких политических амбиций. Я хочу только лишь докопаться до истины, до правды, чтобы объяснить таким образом своим людям, чеченцам и другим людям, поэтому на русском языке говорю, чтобы понимали, что у нас тут происходит, чтобы вы понимали, какая вот такая вот ситуация. Вот смотрите, я говорю, заработает Ахмед Закаев на Россию, мне говорят, а ты почему работаешь в угоду Америки? Я работаю в угоду Его Величества, господина чеченского народа, который пережил геноцид, а не Америки. Но Америка является, на мой взгляд, единственной страной, которая могла бы при желании помочь, но такого желания она пока не изъявляет. Пока не изъявляет. Поэтому вот эти вещи, которые происходят в Украине, они, ну, может происходить некоторые вещи из-за некомпетентности некоторых представителей Украины, а может быть это является, ну, изменой. И такая задача, что вот мы сместим к Путина, сместим Кадырова, и все, и жизнь наладится, и так далее. Уверяю вас, украинцы, она у вас не наладится, если сместить одного Путина и Кадырова. Абсолютно ничего не изменится. Да, на время может быть показаться, что все правильно, все там налаживается. На самом деле система стоит за всем вот этим нападением на Украину. И не только в России самое главное. Сменить Путина, там, сменить Кадырова, это вообще ни о чем. Они сами являются там исполнителями воли вот этой всей системы, которую они возглавляют. Кадыров там ничего не возглавляет, там Путин то, что возглавляет. Кадыров это пешка, обычный, этот, как его, Пушилин, там, с гонором, Пушилин с гонором, так сказать. Да? Поэтому, и даже если сменить систему в России, всю систему, и этого Украине будет недостаточно. Потому что у вас в Украине есть вот эта пятая колонна, вот это КГБ УССР, которая за все это время, вот эти 2,5 года, спускает, сливает вот эту борьбу, отвлекая, там, что борьба идет там, с Кадыровым, там, идет с Путиным одним и так далее, и так далее. Нет, это не так. Это далеко не так, к сожалению. К сожалению, это не так. Так, давайте почитаем ваш комментарий. Тут я смотрю, много к нам зашли. Ну, сегодняшняя ситуация, которая развивается, она, конечно же, говорит о том, что День Победы Чеченской Республики Ичкерия, украинцы пошли в наступление. Хотя украинцы, опять же, об этом пока не говорят. Об этом говорит «Голос Америки», «Радио Свобода» и канал «Реалити». Украинцы пока молчат. Ну, я имею в виду официальные лица пока молчат. Скажи, кому можно верить из медийных чеченцев? Верить можно президиуму правительства Чеченской Республики Ичкерия, Аяду Идигову, Алле Дудаевой, и там другие есть лица, которые пока еще публично не выступают. Вот единственный реальный борец с фашистской Россией, который не продавался, не передавался, это вот орган, единственный легитимный орган власти, это президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Понимаете?
Так, Ливан Кочерау, Вива Ичкерия, салам из Тбилиси. Вива Грузия, Ливан, салам, салам, дорогой. Аслан, всегда интересно было, почему операция называлась «Джихад». Что вообще с джихадом там может быть связано? А, Демократ, конечно же, в слове самом джихад ничего плохого нет. Как мы мусульмане, мы понимаем, что есть большой джихад, малый джихад. Большой джихад – это борьба со своими страстями, со своими слабостями и так далее. Мы все это знаем. А малый джихад – это уже непосредственно борьба, вооруженная борьба непосредственно. А большой джихад – это борьба с самим собой и со своими слабостями там, и с мирскими вот этими разными искушениями, которые у нас тут есть. Поэтому в слове джихад, который сейчас получило плохую коннотацию, ничего плохого в этом самом слове нет. Просто под разным видом это слово используется. Джихад – это борьба. Борьба на пути Господа или тому, что велено Господом. То есть не нарушать основные постулаты религии или Божьи постулаты, которые нам ниспосланы свыше, как говорится. Поэтому в слове джихад ничего плохого нет, как и в самом исламе. Да? Но я хочу сказать, что вот есть фильм «Воздействие», который очень хорошо это объясняет, и вам я всем советую посмотреть этот фильм. И есть моменты, с которыми я там не согласен, это такие моменты, которые возникают у меня спорные такие ассоциации с разными там моментами, но, допустим, это сделано с какой-то далеко идущей программой, допустим. Поэтому в целом фильм я одобряю, я советую посмотреть всем, потому что там очень много полезного и интересного вы можете найти. И там как раз указывается на то, что мы представлялись такими мусульмане. Там про мусульман говорится, про ислам тоже достаточно много говорится. Хотя это чисто американская передача, американский фильм. И они в этом плане очень подробно говорят о своих проблемах, там, о преследовании там, свидетелей Иеговых, там, и так далее, и так далее. Ну и про мусульман, конечно, там тоже говорится. И вот что там самое интересное, то что нас, нормальных людей, только лишь из-за того, что мы так молимся или сяк молимся, пытаются испачкать, пытаются дискредитировать. Сперва дегуманизировать, расчеловечить, то есть, а потом уже дискредитировать, дискриминировать, точнее. Везде пытаются нас ущемлять. И в этом нужно понимать, что это ведется большая работа. И если вы обратите внимание, что мы мусульмане, сразу говорю, и все, что связано с исламом, оно не противоречит ни международному праву, ни Конституции Федеративной Республики Германия. И наша религия защищена международным правом и конституциями многих государств, в том числе Германии. Но нужно понимать, что нашу национально-освободительную борьбу переключали на религиозные рельсы, переводили на религиозные рельсы. И одним из этих переводчиков был актер, очень хороший актер, Ахмед Закаев, который первый на моей памяти был в повязке, вот здесь арабской вязью, как он там, платок такой был, как у нас у чеченцев не носили, у нас наемники носили платки, и когда они в Самашках устроили там резню, а потом в Бамуте произошло боестолкновение с нашими бойцами, были такие, они в платках были, наемники, они у них контрактники называют, а на самом деле наемники, самые настоящие, украинцы знают сейчас, все наемники против Украины воюют в основном. И я помню, у нас эти платки рассказывали, что над пленными вот этими наемниками, им платки брали и вперед завязывали. У них вот так назад завязаны,
а им брали вот так вперед завязывали. Это у нас женщины так косынки носят. И это как бы считалось, ну, носить платок такой, да, тюбетейку носить, шапку носить, там, вот эту папаху носить, это нормально. А вот этот платок, как у наемников носить, у российской военной банд-армии, так только Ахмед Закаев носил. Вот на моей памяти этот платок он опускал. Потом уже пошла мода, там начали и другие носить. Но то, что я помню, первый был Ахмед Закаев. И первый Ахмед Закаев был в Кремле на переговорах, где они всячески пытались, вот так головой Ахмед Закаев там махал, как, помните, в машине стоит такая игрушка есть, и она когда едешь, вот так головой машет. Вот так Ахмед Закаев, если вы все это увидите, это все не скрыть, это все открытые вещи, глубокого бурения. Товарищи оказывались в Кремле и вот так головой махали, с черной повязкой, там, нет Бога, кроме Аллаха, что ли, не знаю, что там у него написано, но вот занимался вот продвижением вот это Ахмед Закаев, Ахмад Кадыров, который тоже провозглашал джихад, который, ну, понятно, да, там будем воевать там и так далее, и так далее. Как муфти объявлял священную войну джихад России, Ахмад Кадыров. И, ну как, мусульмане, на них напали враги, ну, священная война, ничего не скажешь. Но в итоге выясняется, потом, что Ахмад Кадыров, который объявлял России джихад, и который призывал убивать нас, молодых чеченцев, как можно больше русских, как можно больше, то есть русских 150 миллионов, тогда, как говорилось, считалось, нас миллион, и каждый чеченец должен убить 150 русских, чтобы победить Россию. Это было вот именно Ахмад Кадыров говорил. И нас, вот сперва он нас переводил на религиозную основу, а потом уже появились вот эти салафиты, или тогда они ваххабиты назывались, которые... Кстати говоря, тоже непонятно откуда, как финансировались, ну, бардак был полнейший. И потом Ахмад Кадыров выступил уже против тех самых вот этих ваххабитов, салафитов там и так далее. То же самое, ну, например, делал Ахмед Закаев. Тоже платок там и так далее. Нигде, ни в каких боевых столкновениях, никаких штурмах Ахмед Закаев не участвовал, но зато вид был, что Басаев, Гилаев, все остальные меркли перед ним, потому что, ну, кто не знает, конечно, с кем мы имеем дело, то казалось, что Ахмед Закаев это самый большой воин и там победитель всего и вся. Поэтому мы должны четко разделять вещи, которые нам накидывают и нам пытаются навязать. Мы должны понимать, что мы мусульмане, и мы не собираемся не быть этим, становиться не мусульманами. Мы будем мусульманами до конца наших дней. Но мы должны понимать, что то ценное, любое святое, что есть, не только для нас, там можно взять украинцев, что у них есть вот все, вот самое святое, самое ценное, их будет использоваться против них, как используется против нас. Наша религия используется против нас, используется вот такими вот людьми, которые искажают действительность и пытаются нас представить. Знаете, вот в этой передаче, вот это воздействие вот этой передачи, очень интересно, я вам всем советую. Я должен был вам сегодня, я на русском языке хотел рассказать, но нужно подготовиться, потому что фильм сам 8,5 часов, это все нужно переварить, это все нужно понять и так далее. Поэтому я вам советую еще, чтобы вы сами посмотрели этот фильм. И после этого кто-то будет говорить, это американский фильм, там верить нельзя, там нас обманывают и так далее, и так далее. Но, знаете, возможно, там есть какие-то вещи, которые не все открываются, или там, но в основном я увидел истину в этом фильме. На самом деле, я боюсь, что не всех будут преследовать КГБшников,
но то, что там уже сказано, я убежден, что эта система КГБ будет полностью взята под контроль, полностью, тотальный контроль. И любая спецслужба должна быть, у русских она тоже должна быть, но не такая террористическая, КГБшная, вот эта ГРУшная, ФСБшная вот эта система, которая является ну, абсолютнейшим злом на земле, абсолютнейшим, беспримесным злом на земле. И вот это все нужно посмотреть, понять там. И знаете, когда там они обсуждают, например, берутся какие-то секты, которые, я вчера еще говорил об этом, вкратце я пытался рассказать, но так много информации, что она просто одна на другую налазит, и я просто не знаю, это все нужно записывать, это все нужно как-то систематизировать и так далее. Ну, для начала вам нужно это все самим увидеть и послушать, что они там говорят. И вот эта система, которая выстраивается против нас, она выстраивается таким образом, что мы сами приходим к мысли и убеждены, что это наша мысль. В этом заключается залог успеха вот этой бесовщины, вот этого дьявола, вот этих сатанистов, самые настоящие сатанисты. А вот Россия, КГБ – это самые настоящие сатанисты. И вот если на земле существуют сатанисты, то вот это Лубянка, Кремль – это самые настоящие сатанисты. И нужно разобраться в этом во всем. Ладно, сейчас я отвлекаюсь на ваши комментарии и ухожу от темы. Давайте дальше продолжим. Демократ, возвращаясь к тому, что почему джихад операция называлась, я не знаю, кто ее назвал джихад, как она называлась, об этом распространялась информация, что это операция джихад, некоторые говорили, это операция возмездия, некоторые говорили, это операция джихад, но недостаточно, я понял для себя, к своему возрасту, я понял, недостаточно просто победить. Нужно правильно победить, чтобы эта победа досталась тем, кто ее заслужил, а не тем, кто сидел и ждал, пока эти победят, а потом быстро перехватить. Так произошло с чеченцами, так, я боюсь, произойдет с украинцами, если мы это сегодня будем заранее готовы к этому. Так, друзья, перемотаю. Так, так. Так, так, так.
Аслан, ты не имеешь права так говорить о человеке с наградой от президента Джохарова. Это он про Закаева говорит. Эй, не имеет права. То самые проблемы, знаешь, не просто не враги, а полезные товарищи, которые сами заблуждаются и ведут других в заблуждение. Йокос, он не мстит, его враг это я, понимаете, это я его враг, потому что я разоблачаю их, они легли под холопов, и им все нормально, и главный враг у них я, Маршал Гуйльнац, Маршал Гуйль, бедолаги, да. Да, Российская империя не понимает и не имеет партнерства, не умеет партнерство, умеет только захватывать, убивать и терроризировать. Это абсолютное зло. Да, именно так, Леван. Совершенно верно. Асан красавчик, правда, не всем нравится. Да, особенно модный доктор. Знаете, когда троллей нагоняют здесь, они сидят тут на задании, бедолаги, да, мучаются, слушают меня, да. Так, ну давайте я сейчас вот этих выключу немножечко, чтобы отдохнули, а то они бедные, да. Давайте чуть-чуть расслабончик, да. Ичкерия будет свободной. Да, мула, нац, да, мула. Самое мощное, что вы можете, это зайти написать мне комментарий, да. Так мощно вы делаете это, да. Что, куда все делись? Что случилось? Ну как же так, да? Соцейр котер старух. Наш хлам ir mucarjurtar. Taipan nаш hovolš. Ir kotrjurtar uksua. Ir kotrjurtar uksadēnēne. Так. Здравствуйте, вы разговаривали с Вадим Русский Немец? Не понимаю, о чем вы. Хорошо. Кам аюкшу наш, да.
Deresi mal deresi masuwa war koyda. Ну что, Шамиль, скажите, как тянет? Тянет, не тянет интернет? Шамиль, если вы не покинули нас. Ну, так неинтересно вас. Ни комментарии не пишете, да? Тинохчи. С какой целью интересуешься, Бессо? А саме просто так, бо просто так ночи. И просто, и не просто. Давайте сообщение от ТАСС. Варварская атака Курской области. Россия призывает международное сообщество решительно осудить преступные атаки киевского режима на российскую территорию, заявила Захарова. Ой, а что случилось? А что случилось? А кто это сделал? Не может быть, не может такого быть, что международное сообщество, российскую территорию. У России нет границ. О какой российской территории вы говорите? У России нет границ, понимаете? У Россию можно, короче говоря, делать все, что хотим можно, да? У России нет границ. В России все и так хорошо. Я грузин, говорит, ясно тогда. А Манжобаги назвали. Тебе какое дело? Там чеченцы разберутся. Ну смотри, у вас на всю фашню не нашлось русских витязей, да? Чеченцы там у вас должны разбираться. А? Что-то вы какие-то, оказывается, такие надувные воины оказались, плюшевые такие вояки оказались. Оказывается, у вас всех, кто на фронт гонят, то если спросить там разных украинских пропагандистов, которые якобы работают на Украину, на самом деле работают на Русню, получается, как если не спросить, на войну гонят вас чеченцы, защищают вас чеченцы, везде внутри России там порядок наводят чеченцы, на Кавказе порядок наводят чеченцы, в Курской, Белгородской области чеченцы. Да вы что, русские, что с вами? Где ваши великие воины? Вы что? Вот в чем оказывается дело. Вот она, где она порылась, получается, да, собака порылась. Оказывается, мы вам были нужны, чтобы вашу Россию спасать, оказывается. А вы бичье подзаборное, бухое лежите, да, получается. А воюют за вас вот эти непонятные. Ну, вообще, красавцы дело. Так же нельзя, надо же за свою родину, она же у вас самая большая, великая империя, вы же великие завоеватели, мореплаватели там, и так далее, и так далее. Что же вы сами ничего не делаете, а почему у вас бедолаги там, Апти Алаудинов в Чечне ничего не мог сделать, он Карину Спиридонову, русскую девушку, ваш русский генерал Апти Спиридонов, говорю, Апти Алаудинов, привез девушку русскую, которую по интернету сами завербовали, сказали, приезжай, мы тебя там, она ислам приняла, завербовали, мы будем с тобой. Обвязали взрывчаткой и взорвали ее. Есть видео у меня на канале. Это только вот один случай, и только вот одной русской девушки. А сколько чеченцев убил Апти Алаудинов, сколько он сделал полезно. Это обычные палачи, это обычные каратели.
Никакой войны они не были. Ни против России они не воевали, понимаете? Они, вот эти чеченцы, так называемые, которых вы называете чеченцами, это ваши русские, россияне. Они, вот Апти Алаудинов себя русским называет. Русский офицер, русский генерал там и так далее, и так далее. Это не чеченцы. И они пользовались чеченским именем, то есть тех чеченцев, которые сейчас воюют в Украине за Украину, это вот те оставшиеся в живых чеченцы, они, убивая тех чеченцев, которые воюют против России, брали это имя себе. Понимаете? Причем, как мы ранее озвучивали здесь, и еще раз напоминаю, 462 тысячи одномоментно на маленькой, меньше Киевской области Чеченской Республики находилось 462 тысячи фашистских оккупационных русских войск. Апти Алаудинов и Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, они изображали роль. Роль, вот что есть чеченский народ, который против вот этих бандитов, так называемых, и вот он за Россию, за русский народ. То есть такая гражданская война, элементы гражданской войны нам представлялись. Они каратели, они садисты, вот эти, которые вы видите, они не воины. Они не захватили ни один населенный пункт. Они одного, двоих, троих наших партизан, наших воинов окружали, получали информацию, окружали. Первый круг там становились эти, второй круг русские, третий круг там опять русские. Вот, и вот так блокировали, и 2-3 человека окружали, убивали. И вы нам хотите рассказать, вот продать вот этих людей, что это какие-то там защитники, какие-то воины. Нет, нет, это не так абсолютно. Понимаете? Поэтому сами русские, давайте сами, воюйте сами. Когда побеждаете, это же победа русского оружия, победа русского воинства, победа там такого-сякого. А когда проигрываете, то у вас буряты виноваты, то у вас кадыровцы, чечены там и все остальные виноваты. Ну, будьте мужчинами хоть иногда, хотя бы раз в жизни. Возьмите ответственность своих дел, своих деяний на себя. Не надо мне угрожать Кадыровым, там, Алаудиновым и так далее. Найдите русского витязя, вон у вас Красиков освободился. Пугайте теперь Красикова. Но вы не будете даже Красиковым пугать. Потому что вы знаете, мы не боимся. Вы сами, потому что так боитесь их. Вы думаете, что все должны бояться. Мы их не боимся. Понимаете? И вы должны не их бояться, Алаудинова, там, Кадырова, там, третье. Хотя, конечно, в России находясь, их вам придется бояться, потому что они забирают. И такие жестокие пытки устраивают, что даже ваши русские могут иногда завидовать им. Потому что вашим русским пытальщикам и садистам равных нету в мире вообще никого. А эти, ну, как говорил Джохар Дудай, если подонок, то козырный подонок бывает. У нас вот тоже, к сожалению, да. Поэтому вот такие вот вещи вы должны понимать, что это не те воины, которые завоевывали города, выгоняли российскую армию, побеждали. Это те, которые сзади шли за вот этой русской армией, которую били наши, и показывались иногда на картинке. Понимаете? Поэтому если я вам не открою правду, вы же будете пребывать в плену вот этой всей пропаганды и думать, что вас там спасут, кадыровцы спасут, там 3-й, 10-й спасут. Не спасут вас ни кадыровцы, и никто не спасет. Вы начали имперскую войну, когда побеждали вы русские воины, русские витязи, а когда проигрываете, то я не я, хат не моя, там ничего не знаю и так далее. Так не пойдет, так не работает. Посмотрите фильм «Воздействие». Этот фильм «Воздействие» вам расскажет. Вам он расскажет не просто про то, что вы сейчас в Украине творите, не просто, что вы там в Афганистане, например, там про это даже не упоминается. В Афганистане то, что вы талибам платили деньги, чтобы они американцев убивали. Потому что самим убивать душка не хватает, и надо там подкупать кого-то. Они там рассказывают про то, что никогда Америка не простит этой системе КГБ. Понимаете? Это уже открыто говорят. Они это знали, они готовились. Они говорят, если сейчас то, что открыли вот в этом фильме «Воздействие»,
это фактически бомба, атомная бомба. Вот там мы ждем, что Россия нанесет ядерный удар, по ней нанесут, уже по России нанесен ядерный удар, атомный, информационный удар. Понимаете? Посмотрите, там все четко рассказывается про расстрелы в школах детей. Помните, Игорь Хвостиков, который запятнал себя морем просто крови чеченского народа, главарь банды УФСБ по Чеченской Республике Игорь Хвостиков, перед которым Кадыров как школьник сидел, когда только Игорь Хвостиков приехал во время на оккупированную Чеченскую Республику Ичкерия, Кадыров как школьник перед ним там сидел. Такой весь непобедимый, мощный Кадыров стал таким маленьким котенком перед ним. Так вот, этот Игорь Хвостиков убивал чеченцев, брал их документы, отправлял с этими документами убитых чеченцев, отправлял в Сирию под видом ИГИЛ, свои ГРУ там и остальные там вот эти банды. ГРУ в основном военные у них там, расходный материал это у них военные. Потом, когда это стало достоянием публичности, когда Сулейман Гезмахмаев, один из сотрудников второго полка имени Ахмада Кадырова, то есть вооруженных сил ФСБ, это называется, если по-честному, выехал сюда, за границу, и рассказал о массовых казнях чеченцев. Началось расследование, ОБСЕ там начали привлекать и так далее. И в итоге Игоря Хвостикова перевели в Татарстан, в Казань. Как только его перевели, не прошло недель не прошло, там, не знаю сколько, 1, 2, 3, может, недели прошло. Местный парень, татарин, молодой парень, ему Бог велел напасть на училище, и он там в училище поубивал людей. И этот человек абсолютно был невменяем. Он говорил, что ему Бог сказал, иди убивай там. Бред человек. Было видно по внешнему виду, человек был абсолютно невменяем. И я считаю, это было не совпадение, это не случайностью было. Это было целенаправленно. Игорь Хвостиков приехал в Татарстан. Теперь он главарь УФСБ, банды УФСБ в городе Республики Татарстан. То же самое рассказывают то, что они делают в американских школах. Представьте себе, американцы не просто знают и копают под вас, КГБшники. Они уже это публикуют, об этом уже говорят. Вы можете представить, что вас ждет, с кем вы связали? Вы вообще можете представить, простят вас или не простят? И те КГБшники, которые еще не стали в очередь в ЦРУ, чтобы сотрудничать. Самое время, пожалуйста, генералы, полковники, подполковники, майоры в очередях стоят, давайте присоединяйтесь быстрее. Потому что ваша система КГБ СССР больше не будет. И украинским КГБшникам я то же самое хочу сказать. То же самое. Давайте, никакой Патрушев больше Украину не победит. Никакая фашистская Россия свою неодворянскую историю отмечать или называть ее своей киевской историей, киевской Руси не будет. Все, это проехали, не получилось. Украинцы отстояли свою историю, свое прошлое, а значит свое будущее. Украинские патриоты, украинские националисты, как угодно их называйте, в хорошем смысле я имею в виду, эти люди отстояли, не дали они свою Украину, свой украинский народ бросить в ноги фашистской России. Это уже свершилось. Победы еще нет, еще много предстоит сделать, но то, что Украина свое отстояла, это уже однозначно произошло. Однозначно, 100%. Да? Так что вот такие вот, друзья, дела. Мы должны это все понимать. И так далее. Давайте дальше. Основное гулка хухирду аль-хиетон. Шадик отлично хирдук Исмаил. Нам нужно, Исмаил, смотри, вы гулка дикнак хирду.
но мы должны что-то делать, понимаете? Мы должны быть активными, мы должны все-таки убрать этот страх, который постгеноцидный, наши люди в заложниках находятся. В любой момент русские могут их массово вырезать. Русские ненавидят чеченцев лютой ненавистью. Лютой просто. И они могут их начать вырезать в любой момент. Под видом, чтобы отвлечь внимание вот этих головорезов из Украины, которых украинцы бьют, они будут бежать оттуда, или массово сдаваться в плен, или их выводить будут. И вот в этот момент, они в любой момент вырезать весь чеченский народ могут. Мы это должны понимать, осознавать это. Но для того, чтобы это не произошло, мы должны быть активными. Здесь на Западе, мы, чеченцы, должны быть активными. Мы не должны бояться только лишь за своих родственников. Мы должны бояться за весь чеченский народ, который могут в любой момент начать уничтожать. И в Украине есть силы, которые хотят, чтобы их уничтожали, потому что с них слезет это. И это объясняется национальными интересами, это подло, коварно, и это не обязательно они работают на Россию. Но вот у них вот такое видение, что вот отвлечь, это же россияне все. Значит, когда мы воевали и украинцев просили помочь, но тогда мы были незаметными. А теперь, когда нужно, нам говорят, ну, воюйте. Нет, мы должны это понять, но мы должны что-то делать. Кто хочет воевать, он должен воевать не в Чечне, а в Украине. Кто хочет он помогать Украине, он должен пойти там, и оружие, и все необходимое имеется, и обучение, и все такое. Скорее всего, в России начнется большая цивилизационная война, судя по этому фильму, который там рассказывает. И эта война может произойти, скорее всего, к этому все идет, между мусульманами и вот этой КГБшной цивилизацией. Не знаю, что да как будет, но мы должны в этом смысле быть начеку, короче говоря. Как ты относишься к дагестанцам, мне пишет Бутаев. Я очень хорошо отношусь к своим соседям, к своим братьям-дагестанцам, если они не являются подхолопниками и не воевали против моего народа. Понимаешь? Отлично отношусь ко всем. Та своими заявлениями уже давно превратился в комедий-клаб. Да. Так, Тарас, не нервничай, сам русский мечи все равно знают, что им каюк. Да я не нервничаю, Тарас, абсолютно все отлично. Я также смотрю с задержкой, но порой интернет виснет. Сначала было 2 минуты, а сейчас около 5 минут. Ага. Тогда нужно, получается, Шамиль, отмотать назад. Я просто хочу понять, что мне советовать своим зрителям. Отмотать там 2, 3, 5 минут назад стрим, да, и так смотреть его, чтобы был без задержки. Чертовка, и всем, кто дарил подарки, спасибо. Я вот тут пропустил немножко, да, спасибо. Спасибо, чертовка. Так, Шамиль, так я получается, все правильно? Привет. Assalamu alaikum. Ahselan stream nochmatta. Khiditse Berberg. As Wulushena Elerse stream я стан раскрыбата ирю. Интердол просто тагана раскрыбата дэгдэ яксуни, да. Таган соиц решвар и воздействие бошил раскрыбата. Но ю уже раскрыбата, я уэльче цаюц дэгдэ яксуни шун. А вообще, что хаус действует, вы все должны посмотреть этот фильм. Фильм называется «Воздействие». Я и под этим видеостримом тоже оставлю ссылку на этот фильм «Воздействие». Про предыдущий стрим точно так же я оставил там ссылку в комментариях закрепленную. Поэтому вы можете посмотреть этот фильм. Это 8,5 часов, и это будет разрыв вашего просто сознания. Это будет просто атомный взрыв, этот фильм.
Там все рассказывается. Я просто хочу про этот фильм говорить на самом деле. Потому что я понимаю, что они там выдают ну, такие вещи просто. Ну, я потрясен просто. Я знал, что Америка может удивить там и так далее. Америка, Англия, это очень, конечно же, я ожидал, что я буду удивлен, но не ожидал, что так буду удивлен. Да. Это ну, в деталях говорится. Я, конечно же, против того, чтобы только лишь на одну РПЦ это все взвалить, потому что это отдел РПЦ, который занимается этими провокациями. Но я убежден, что они не называют самых главных. Видимо, работа ведется в этом направлении. Я думаю, Патрушев там один из самых главных, если не самый главный человек. И, конечно же, там, потом есть не в этом фильме, потом дальше говорится, в другом фильме говорится о том, что якобы Путин может быть не в курсе там и так далее. Я не верю, что Путин не в курсе. Я убежден, что Путин в курсе. Но это опять же, это может быть последний шанс, который дается Путину. У тебя есть шанс, но он не воспользуется. Я в этом убежден, Дион. Фильм на YouTube, да, чертовка, фильм на YouTube, фильм называется «Воздействие», документальный фильм «Воздействие». Я под YouTube'ом вы увидите ссылку на него. Так россиянам же YouTube закрыли. Не закрыли чертовку. Вот меня сейчас смотрят с России человек и говорит, что не закрыли. Замедлили, интернет им замедлили, закроют, но пока не закрыли, пока не закрыли. Ну и меня смотрят не только в России, хотя большинство в России, но и не в России тоже. Что за фильм? Фильм «Воздействие», еще раз говорю, фильм «Воздействие». Мое уважение вам. Спасибо, Харьков. Держитесь. А вы воевали в Чеченской войне? Мутаев, я не знаю, что такое Чеченская война, но в русско-чеченской, первой русско-чеченской войне я принимал участие. Если тебя устраивает этот ответ, Теон. Чеченская война, она была бы, если чеченцы напали бы на чеченцев. А мы не нападали на себя. Это не была гражданская война, как русские хотят представить ее. Это была русско-чеченская война, или если вам хочется удобнее писать, легче, античеченская война можете писать. Но она точно не чеченская. Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Иwa ne urbari asun. То игуня бахант ива бишвы. Алейк салам. Украине ива не урбари аsun. И хо мичао. А ишт почув лязичайна хо сразу же да на примете хервихая он фашистский русня хола на ксен. Собацон ты его не сунца, он ты его не единственное, как ты хочешь, ты со Германия вала. Сунца он сик ты его не. Тига ночи бутига ты его лучше. Не нахожу на YouTube под таким названием. Ну, давайте я вам сейчас тогда закину это видео, чтобы... Ну, смотрите, я его смогу сейчас закинуть здесь в YouTube. Вам нужно будет зайти на мой YouTube тогда, и вы увидите.
Так, как-то у меня не очень тут это все вышло. Сейчас, одну минутку. Шейх Мансур Джамаати. Сояцерц контакты отца. Контакты, что открытые. Не нахожу, но это так. Импакт, воздействие, вы поддерживаете Израиль. Что ты имеешь в виду, Мутаев? То есть так много вопросов задаешь. Что ты имеешь в виду поддерживать? Ты признаешь право Израиля на государственность? Ты признаешь право? Давай так. А то вы вырываете из контекста и начинаете, вот и приблизительно такие, как ты, да, заходят и начинают рассказывать, да. А ты поддерживаешь русню, Мутаев? Скажи, ты русню поддерживаешь? Ты поддерживаешь то, что дагестанцы принимали участие в войне против чеченского народа? Поддерживаешь это? Ты поддерживаешь свое дагестанские вот этих вояк, которые пришли, убивали нас, чеченцев там? Поддерживаешь? Давай об этом поговорим. Что тебе Израиль, что тебе это? И ты мне скажи вообще, право, Израиль имеет право государство иметь? Ну и так далее. Да ладно, сейчас ваша любимая тема, ГБшная, заходить и уводить от русни. Все, поэтому давай я больше не буду отвечать тебе, а то ты не первый такой, да? Так, слава Украине, ставочки, героям СА. А кто такие кафиры? Я не знаю, кто такие кафиры. Что такое кафиры? Я знаю, что есть русские, российские оккупанты. Твои братья дагестанцы, нет, верные, неверные, я не знаю этот смысл. Что значит верные, неверные? На нас напала сатанистская русня. Давай так. Сатанистская русня. Верные они или неверные, это уже там третье. У них национальность русские. Строят они великую Россию. А ты мне говоришь, верные, неверные, там, полуверные, недоверные. Это меня вообще не волнует. Ты занимаешься лживой пропагандой. Ты пытаешься спрятать русских и дагестанских, и других оккупантов на нашу страну. Ты их хочешь спрятать за всеми другими. Или ты запутался реально, или же ты можешь зайти. Давай, я хочу с тобой поговорить. Если ты не тролль, настоящий человек, зайди, я приму запрос у тебя. Давай расскажешь мне. Заодно я узнаю, какой ты дагестанец, кто ты такой. Будет интересно узнать. А то вы анонимы такие интересные. Ну, давай, где ты, куда пропал? Куда пропал? Надо вот это, все эти вещи, нужно нам разобраться, да, а то вы заходите, верные кафиры, не кафиры, маферы там. Я в политике не разбираюсь. Тогда какого рожна ты сюда зашел и задаешь вот эти вопросы, тут мне рассказываешь, кафиры, маферы, там третье. Есть русские имперцы, русские империалисты. Это самые настоящие, это Лубянка, это Кремль. Это самые настоящие сатанисты. Это плоть от плоти, от сатаны просто самые настоящие. Ты мне рассказываешь про каких-то там кафиры, маферы, там кефиры и все, и другие молочные продукты. Это зачем ты это делаешь? А потом ты говоришь, я в политике не разбираюсь. Тогда зачем ты заходишь и говоришь с людьми, которые что-то тут делают, когда ты сам ничего не разбираешься? Да, да, отвлекает, Зоя, совершенно верно, отвлекает. Вы не судите русских по правительству, есть еще русский народ. Я не сужу русский народ по правительству, я знаю, что такое русское правительство, я знаю, кто такой русский народ, мне это рассказывать не надо, я отлично знаю. Я знаю, что
Есть очень порядочные, нормальные люди, адекватные, абсолютно цивилизованных взглядов. Но по большей части русский народ, он безвольный и, знаете, очень атомизирован, разделен между собой. И боится свою власть очень сильно, как, я не знаю, боготворят эту власть и боятся ее. Ну, арабское мышление. Рабское и плюс еще к этому накладывается имперское мышление. Сегодня смотрю, как курские люди плачут в ужасе. Вспоминает, как украинцы вначале плакали и просили. Да, я тоже с чертовкой сегодня обратил внимание, как они шокированы. Вау, там прилетело, упало, третье, десятое. Конечно, прилетит. У чеченцев есть пословица: если у одних течет кровь, то у других не будет течь молоко. Не бывает так, что вы уничтожаете целые народы, сжигаете, и сидите, радуетесь, холодильник украли, унитаз украли, круто, прикинь, мой привез там стиральную машину, холодильник украл, там, третье, десятое. И ладно, это семейка, там, эти военные это делают, но не осуждают и соседи. Все знают, что они боятся его. Он приехал оттуда, все. Например, у Буданов, есть такой Буданов, не который нынешний глава ГУР Кирилл Буданов, а был такой Юрий Буданов, тоже, кстати, с Украины, с Донецка, который убил 17-летнюю несовершеннолетнюю девочку Эльзу Кунгаеву. И потом, когда уже было следствие, на суде все это разбиралось, это, кстати говоря, был один-единственный осужденный, и то он был осужден не за то, что убил Эльзу Кунгаеву, и еще других женщин он насиловал и убивал в своей части, и заживо закапывал их, потому что на месте нашли трупы. И вот этот, на суде стало ясно, что он, вот этот Юрий Буданов, полковник, присылал в Россию наворованное, мародерное, а его намародерненное, а его сестра у себя там продавала все это. Понимаете, такой совместный такой бизнес брат с сестрой устроили. Я надеюсь, эта и сестра еще заплатит по счетам за то, что они у нас крали и воровали. Поэтому так не бывает, что вы грабите, все нормально, ну я же ни при чем. Ну что ты такого сделал? Ну подумаешь, там твоя армия ограбила. Ты же ничего не, просто он твой сосед, ты просто с ним здороваешься. Ты никогда ему ничего плохого не желал. Ну и он, а как еще русская армия? Она же должна всех боялись, чтобы все ее боялись. Всех нужно убивать, всех нужно грабить. Ну а как по-другому? Надо же как-то, Россия же такой большой, не просто так ведь стало, да, мы же все догадываемся, что не как в Америку все мы за всю историю мы не помним, чтобы в Россию кто-то ломился, и Россия их не пускала к себе, да, как сейчас в Америке мы видим, мексиканскую границу, когда все ломятся в Америку. Почему такая Россия большая стала? А да потому что убивала всех, грабила всех. Вот поэтому она стала такой большой и сильной. Ой, ах, все возвращается, все возвращается. Так, салам Ашал, Душик, Сахоми, Мохкой. Асан, что получается? Курская область входит в Украину, надо созывать референдум Украины. Но Буря, Дейли Салам Ашал, да, конечно же, было бы, конечно, правильно, если провести и так далее. Но дело в том, что мы все знаем, что референдум, который, я понимаю, что это у тебя сарказм, но все равно мы понимаем, что референдум, который проводит Россия, не имеет никакой юридической силы, и Украине проводить такой же референдум, тоже выставлять себя на посмешище, конечно же, во время боевых действий, никакие референдумы, они не могут быть легитимными. А так, ход твоих мыслей абсолютно мне понятен, я полностью его поддерживаюсь, я согласен на то, чтобы Курская область вошла в состав Украины. Почему нет? Я думаю, Украина заслужила получить немного территории
принципе, за то, что Россия сделала против нее. Ведь когда японцы напали на Советский Союз получил же Курилы, Калининград получили от Германии. Но почему бы украинцам не получить Курскую и Брянскую область, например? И там очень много живет украинцев, на самом деле, и в Курской и Брянской области. И вообще, если так пойдет, если на Донбассе там жили русскоязычные очень много, и которые являлись пятой колонной, то Украина вполне может свою пятую колонну задействовать. И самое главное, ведь вот этой пятой колонии, русской пятой колонии, там, в Донецке, Луганске, в Крыму, их задача была жить лучше, богаче, чтобы пенсии были получше. Вот вся их, весь патриотизм был. Понимаете? Сейчас мы можем уверенно сказать, что Украина может в ближайшие десятилетия предложить и пенсию, и социальные услуги намного лучше, чем может предложить в ближайшие десятилетия Россия. Поэтому эти люди сами, я думаю, они, конечно, толку до государства от них немного, за бабки туда-сюда бегают, за социалку, но нужно понимать, что их можно будет просто немножко им, 100 рублей или 100 гривен, переплатить им, и все, они быстренько перейдут на нашу сторону. Я думаю, что вы, призывая чеченцев не помогать украинцам в войне с Россией, неправы. Верховная Рада Украины признала независимость Ичкерии. Это шаг вам навстречу. Любой ногче в рядах ВСУ сражается за Ичкерию. Дометив, наверное, вы меня неправильно поняли или неправильно интерпретируете. Я не говорю не помогать украинцам в войне. Наоборот, я всегда призываю помогать украинцам в войне. А тот, кто хочет воевать, я призываю ехать и становиться в ряды ВСУ. Поэтому ни в коем случае я, конечно, не говорю не помогать Украине. И как вы видите, я уже 10 лет, например, да, оставив прошлую свою жизнь, занимаюсь тем, не видя никакой благодарности со стороны Украины, кроме гадостей, пакостей и оскорблений, начиная от Геращенко там, и всеми остальными, и вообще политикой Украины, как она ведет, признание было, это большой прорыв, это сделано было тоже, мы знаем почему. Но я призываю не начинать войну в Чеченской Республике. Понимаете? Вот это две большие разницы. Мы постгеноцидный народ. Если призывать войну, то нужно войну призывать в Крыму, в Донецке, в Луганске. Там не было геноцида народа, этих народов не было, там кто проживает. Вот вы можете своих граждан призывать, например, украинцев, крымских татар, русских граждан Украины, Донецкий, Луганский. Вы их всех можете призывать, поднимать борьбу, мятеж, там, сопротивление, третье, десятое. Призывать чеченцев, я говорю, не нужно подниматься на войну. Потому что, когда мы воевали, мы сражались, не было Украины, Дометьев, вы, конечно, можете на меня обижаться, но Украины не было в этой войне. Она была, точнее, она была на стороне России. Это факт. Вы на меня не обижайтесь. И вы сейчас резко не стали борцами с Россией и так далее. Вы все время были за Россию. За редким, за небольшим исключением в украинском народе все было от президента, заканчивая и так далее. Никого не хочу обидеть, но правда должна звучать как есть. Украинская ГРУ или ГУР и все остальные пытаются поднять чеченцев на борьбу, не неся никакие обязательства перед чеченцами. Это имеется в виду, на Кавказе поднять хотят. А я понимаю, это нормальное желание, естественное желание, понимая, что нужно как-то сделать. А кто на Кавказе, кроме чеченцев? Никого. Так вот, сейчас, на данном этапе, я категорически против того, чтобы чеченский народ в Чечне воевал. Здесь есть чеченцы в Европе, кто хочет воевать, он может спокойно поехать на сторону Украины. Там есть батальон шейха Мансура, к которому можно примкнуть, и которые там можно вести. Или можно, там есть другие группы, которые я не буду называть, которых огромное количество. В ВСУ есть, там чеченцев тысячи в
В украинской армии тысячи чеченцев. Поэтому я призываю, чтобы не поднимали чеченский народ в Чечне на войну, не призывали к этому, потому что мы находимся в заложниках, у нас нету ни оружия, у нас фактически ничего нет, понимаете? И мы сейчас должны оклематься, мы должны агентуру внутри себя разогнать из себя, изжить и так далее. Поэтому, ну вот так я это вижу. А так, я всегда призывал, вот вы говорите, не помогать украинцам. Но это не так, знаете. Я только призываю, что именно помогать украинцам. Понятно, я действительно не понял. Все хорошо, что сейчас хоть поняли. Вот что я говорю. Потому что сейчас нам в Чечне, даже я понимаю, что мне нужно, чтобы Украина, нам, чеченцам, нужно, чтобы Украина выстояла, ну, наверное, может быть, не меньше, не больше, но не меньше, чем украинцам это нужно. Понимаете? Мы, как мы, не заинтересованы, даже, наверное, украинцы в этом. Потому что благодаря тому, что у вас хоть территория не вся оккупирована, а всего 20%, наша вся оккупирована. Поэтому для нас это очень важно. Все остальные могут там сочувствовать, сопереживать, а мы кровно в этом заинтересованы. Но я категорически против сегодня, чтобы мы вставали и в Чечне начинали. А на Кавказе самое главное, кроме чеченцев, никто не поднимется. Это тоже правда. К большому сожалению, я тоже. И вы делаете из той правды, которую я говорю, делаете свои выводы. Можете что-то брать в расчет, что-то не брать, но я говорю вот свою объективную реальность, на которую потрачено полвека моей жизни, практически полвека. То, что я веду наблюдение за всю свою жизнь, за эти ситуации. Когда мы сражались, отдельные только соседи наши принимали участие в этой борьбе. Не где-то в Украине, а тут по соседству слышны были взрывы, разрывы. Там у нас наша республика 170 километров в длину. Это вообще ни о чем, правильно? И все слышно. Снаряды, ракеты перелетают спокойно Чеченскую республику, запускались с Каспийского, с Черного моря и откуда угодно русские запускали свои ракеты и нормально. У них долетали и попадали в цель. Поэтому, да, есть дагестанцы, есть черкесы, есть кабардинцы, карачаевцы, ингуши, кто придет и воюет, и уже воюет в Украине, за Украину. Но я не верю, что на Кавказе они поднимутся как народ нации, чтобы вам от этого стало легче, чтобы открылся второй фронт там и так далее, и так далее. Потому что когда это было у нас, все горело, все кипело, не поднялись эти народы, не поднялись. Они не верят в себя, они тоже интегрированы, вот российское политическое и социальное вот это общество и так далее. Поэтому мы должны себя не обманывать такими ложными иллюзиями. Мы должны понимать, что на самом деле не будет такой помощи, как хотелось бы. Да, есть мусульмане, есть мусульманское подполье, исламское мусульманское подполье, которое может активировать достаточное количество людей, которые смогут жертвовать, будут жертвовать своими жизнями и наносить такие точечные болевые удары. Но это смертники фактически должны быть. Но тогда в таком случае, если это все будет происходить, к этому все идет, по всей видимости, нужны какие-то гарантии от Украины, от Соединенных Штатов Америки, что завтра потом нас всех не объявят террористами, исламистами, и вместе с Россией будут потом вести против нас борьбу. Потому что это все печальный опыт имеется, а тот, кто не помнит своей истории, тот обречен повторять ошибки в будущем. Поэтому мы должны эти вещи учитывать. Как-то так, друзья. Нужно объективно подходить. А за все это время Украине Ахмед Закаев сказал, что 300 тысяч чеченцев в Европе, они все меня поддержат, и мы все будем сражаться против России.
этих слов было достаточно, причем агентура внутри Украины зазывает его, и всем начинают, и все украинские СМИ говорят. А мы говорим, эй, это же обман. Я делал видео, Аят Идигов, президиум, Алла Дудаева, президиум правительства. Все говорят, игнор. Понимаете? И да, можно позлорадствовать, сказать, ну раз Украина сама себе это делает, ну пускай этим занимается. Ну, дело в том, что мы в другой ситуации, и нам злорадствовать с вас вообще не интересно. Понимаете? Но вы целенаправленно делаете то, что во вред Украине, что не принесет пользы. Да, будет, как Фейкин и Арестович сидели там, каждый божий день там рассказывали сказки людям, и в итоге ничего не сдвинулось с мертвой точки. Хорошо, хоть Арестович сейчас в правильном направлении ноги дал. А по факту ничего толкового из этого не вышло. Ну, как-то так, друзья. Давайте дальше. Но все-таки, если в Республике Москве начнется освободить движение, это будет конец России. Да, абсолютно так, Дометив. Если начнется, вот в чем вопрос. А в том-то и дело, что создается симулятор, создается псевдопатриотизм. Вот, например, прием такой, для кавказца будет очень понятно, особенно для чеченца будет очень понятно, потому что имам Шамиль это был наш имам. Говорят, имам Шамиль Чечни и Дагестана, там, и так далее, и так далее. Не был он дагестанским имамом, он был нашим чеченским имамом. Мы его, чеченцы, спасли от русских, от дагестанцев, приняли, вылечили, он был ранен, его сын был ранен. И так как он владел языком иностранными, там, был религиозно, и мы не хотели, наши руководство, наши воины не хотели спорить за власть. Неудобно просто было, чеченское благородство. И сказали, пускай будет имам Шамиль, и после того, как он, например, война с русскими закончится, мы его отправим себе в Дагестан и изберем себе новую власть. Война затянулась, от 2 миллионов чеченцев осталось 120 тысяч, то есть 95%. Представьте себе, население было уничтожено просто. 120 тысяч. И имам Шамиль сдается в плен. Более того, вот есть такая повесть Толстого, Хаджи Мурат называется. Вот этот Хаджи Мурат, это известный деятель, историческая личность, этот молодой мужчина, который был очень доверенным человеком имама Шамиля. Уже чеченцев вокруг Шамиля не осталось, его, это назывался диван, кабинет министров его. Вот в этом диване у него чеченцев не оставалось, хотя вначале только чеченцы там были. Все чеченцы погибли там и так далее. Да, и имам Шамиль сам очень неплохо репрессии устраивал. Устраивал разные там провокации, спекуляции против своих оппонентов внутри системы. Ну, неважно. Вот этот Хаджи Мурат, он перебегал на сторону России, и роман, вот этот Хаджи Мурат, написан после уже смерти. Если вы его весь читали, интересно почитать, почитайте. Написан он после смерти Льва Николаевича Толстого, вот этот Хаджи Мурат. У меня, например, закрадывается, с учетом сегодняшней информации, которую я знаю, закрадывается сомнение, что так ли это было сделано, потому что в Советском Союзе Хаджи Мурат, он был в школьную программу включен. Хотя там русские описываются не очень хорошо. Да, можно представить, да, что русские заходят, уничтожают все живое, сжигают, все это указывается. Я уверен, что, скорее всего, Лев Толстой писал эту книгу, но есть вещи, которые вот Хаджи Мурат, там он перебегает на сторону русских, потом перебегает на сторону имама Шамиля, потом опять. Короче говоря, и сейчас нам показывают, что, вот, включая вот эту повесть в школьную программу, тогда, в советское время, нам показывают, что перейти на сторону русских, ну это нормально. И вот сейчас мы видим, как спокойно люди переходят на сторону русских. И вот нам, чеченцам, показывают, висит мемориальная доска в честь имама Шамиля, который перешел на сторону русских,
который завещал не оказывать сопротивления России, и Владимир Зеленский, который реально будет уничтожен Россией, если у них это удастся, потому что он реально враг Путина, России. Потому что вот все эти убийства русских оккупантов, они все висят на Зеленском, как верховном главнокомандующем. Нравится это Зеленскому или не нравится, Россия никогда его не простит. Вот за это я считаю, что Зеленский наш человек, не перейдет на сторону России. Потому что даже если он перейдет, русские ему не простят. И Зеленский говорит на этом фоне, что мы там не должны, обращается там, к кавказцам там, на фоне имама Шамиля. Ну почему не на фоне Джохара Дудаева? Объясните мне. Не потому, что он чеченец. Возьмите любого другого кавказского, дагестанского, аварского возьмите какого-нибудь полководца, который не перешел на сторону русских, не сдался. Да, он может быть не такой известный, как имам Шамиль. Но почему эти вещи, которые режут слух просто любому чеченцу, который мало-мальски в этом разбирается, вот такими вещами пренебрегают. Тогда мы, чеченцы, понимаем это, что повоюйте, повоюйте, а потом, как имам Шамиль завещал, все, сдавайтесь. Понимаете? Сдавайтесь и не оказывайте сопротивления России. Ну, такие вещи, они... И самое главное, тот, кто лжет, кто вам указывает, какой он патриот, как он там против России, там, вот эти люди, они так грамотно, так красиво лгут, что ты не можешь ничему подкопаться. Так идеальная такая речь, там, так все красиво. А если в итоге посмотреть, например, отдали вот этого Красикова, убийцу, киллера, террориста. Его отдают на день ВДВ. Его отдают, потому что заранее прорабатывается система, что запутать, что он не ГРУшник, не военный, а ФСБшник. И об этом нам говорит Христо Грозев, которого здесь в Германии охраняют, там на суде он был. Он был на суде, и там в Берлине, когда шел суд над Красиковым, с двумя охранниками, там на улице охрана, там его там вип-персона. Ну просто смешно просто, самое настоящее просто издевательство, когда передают на день ВДВ, а потом этот сегодня же, видимо, услышал мои вот эти замечания, и Христо Грозев нам рассказывает, что, ну это же Песков сказал, что он полковник ФСБ. Конечно, Песков сказал, Христо Грозев, тебя прикрыть сказали, свою версию прикрыть сказали, что Красиков является полковником ФСБ. Не является он полковником ФСБ, является сам настоящим военным. И ты прекрасно знаешь, Христо Грозев, что он военный. Но почему-то вы настояли на том, что... И вот я вам как пример привожу этого Христа Грозева. Вот обратите внимание, расследователь, есть вот этот Доброходов с ним, из инсайдера, и Христо Грозев. Внутри России находиться, например, я знаю, что моих родственников, дальних родственников, которых я там в детстве только видел, забирают, пытают, там, угрожают, там, и 30. Не говоря уже о ближайших родственников, что бы они там с ними сделали бы. Про меня я и не говорю. Ну, Доброходов живет в России. И у меня в голове как-то не укладывается. А как так? Он такой враг, он такие информации выдает. Там, и все, он живет себе. Сейчас вроде бы как бы выехал, наверное. Хотя я уже не верю им ни одному их слову. Христо Грозев, Катюша у него чисто болгарское название. Катюша, радиостанция в Санкт-Петербурге была во время геноцида чеченского народа. А я все оцениваю по геноциду чеченского народа, потому что я находился там и все это наблюдал своими глазами, как себя все эти деятели вели. И вот таким вот образом вот эти пропагандисты теперь, оказывается, нам дают какую-то интересную информацию, даже какие-то там факты дают, там какие-то там информации нам раскрывают. А потом в итоге выясняется, что играют на руку, где нужно, играют на руку Кремлю. И на день ВДВ какой авторитет поднимается, например, у Путина.
глазах. Сейчас здесь, в Европе, киллеры будут более уверенно себя вести. Хотя я сразу предупреждаю этих киллеров, если вы полагаете, что будут вас каждый раз обменивать, вы ошибаетесь. Дело в том, что здесь, в Германии, однозначно сказали, что ситуация изменилась. Хотя мы говорили, что она поменяется. Ну, тогда она еще и так не менялась. Немецких и американских граждан так в наглую заложники русские не захватывали. Когда вот Красиков убивал Хангашвили. Но в итоге мы пришли к тому, что сейчас ситуация изменилась, и нужно было уже забрать, а теперь своих граждан они предупреждают, и теперь говорят, теперь вы должны строго, вы сейчас это ж придало огласку, все услышали, что вот Красикова и там других террористов обменяли на американских и немецких заложников. Плюс до кучи дали вот этих своих русских там полезных или бесполезных идиотов, которых загрузили сюда. Ну, вот как-то так вырисовывается ситуация. Поэтому эти вещи нам нужно понимать, чтобы красивые слова, громкие слова, это еще не значит, что это так и есть, что это правда. Так, давайте дальше. Все правильно, пробовал напрямую тормозить. Не только этот канал. Гарри не смог посмотреть сегодня. Ясно. Валейк салам, ашвау альбому. Как вы Буданова убили, так и вашего в Германии, говорит, Макаров пишет. Ну, смотри, Буданов был некрофил, насильник и садист. Зелимхан Хангашвили был воином. Ну, для тебя, для русского, вот, который, я так понимаю, ЧВК у тебя здесь, да, и кто у тебя, черепок там стоит. Для тебя, конечно же, это, ну, как бы, ты это не поймешь, потому что ты из другого мира, да, ты из мира орков. Ты этого не поймешь, да. Но есть разница между воином и насильником и убийцей. Понимаешь? Вот в чем разница между вашим Будановым и нашим Зелимханом Хангашвили. Не доказано было. Так это ваш суд был. Да, это же ваш суд был. В вашем суде это не докажешь. Да и родственники особо, видимо, не хотели доказывать. Так, давайте. Я тут жалобы поступают, почему в ТикТок не читаю. Шаманова тоже отправить к Буданову, говорит. Давно пора Шаманову тоже надо. Настоящий воин не убивает пленных. Совершенно верно. В соответствии с международным правом пленных убивать нельзя. Это правда. Если у вас есть возможность их доставить куда-то, то их убивать нельзя. Ни в коем случае. Но если же у вас нет другого выхода и есть опасность, что вы попадетесь, то тогда может быть, их можно и расстрелять. Не знаю, это уже решает на месте каждый командир. Если вы намекаете на то, что Зелимхан Хангашвили расстреливал пленных, то это наглая ложь. Зелимхан Хангашвили не расстреливал пленных. Это наглая ложь. Вы же любите свою родину, не расставляете, прислушайтесь к тому, что говорит ночью. Мы перестали верить в власти Власова. Вы, жители, любящие свою родину, не расслабляйтесь и прислушайтесь к тому, что говорит ночь. Мы перестали верить в власти Власова.
Шаману тоже отправили. Да, ты против Палестины, говорит. Ну, это ваша любимая тема. Как я могу быть против Палестины? Вы что говорите? Нет, конечно. Но вы должны понимать, что Палестина, это не только арабы. Это и друзы, и бедуины, и евреи, и это как Кавказ. Это обозначение территории, как Кавказ. И еще раз, еще миллион раз я вам повторяю, что я не против того, чтобы образовалось палестинское или арабское государство на территории Палестины. Но при одном условии, что вот это арабское государство, арабский вот этот народ, признает право Израиля иметь там государство в соответствии с международным правом и решением и резолюцией ООН. Вот и все. Вот это очень простая позиция. Дело в том, что арабский империализм и этнонационализм не позволяет Израилю иметь свое государство. Вот и весь сыр-бор. Русские это друзья русских. Ну, вот это пишет «я за Палестину». Если ты пишешь «я за Палестину», то ты не понимаешь смысла этого слова. Ты как будто говоришь, когда речь идет о создании, например, Ставропольского и Ичкерийского государства, например, да, Россия не позволяет создать Ичкерийское государство, Ичкерия борется за свое государство, но они все находятся на Кавказе. И ты говоришь «я за Кавказ». Вот тебя поймит, вот ты за то, чтобы чеченцы имели свое государство, или чтобы русские имели свое государство, или чтобы они оба имели государство. А ты говоришь, я за Кавказ. Это говорит о твоем непонимании ситуации. Нужно изучить сперва вопрос, чтобы на чем-то настаивать, о чем-то говорить, обсуждать. Понимаете? Так. Он ездил по их головам. Это неправильно, неправда, антититан или алт-титан. Это не, или АИ-титан, как тебя там правильно. Это неправда. Ты повторяешь путинскую вот эту ложь. Вначале Путин сказал, что это были бандитские разборки там вообще. Потом сказали, что он взрывал там взрыву метро, он там был причастен. Там метро в Москве взрывал. Затем он сказал, что там еще что-то там сделал. Потом сказал, что пленных расстрелял. Потом сказал, что убитым по голове на машине проехал. А вы обратили внимание, когда Путин сказал, что Зелимхан Ангашвили проехал по головам, по убитым людям, по головам он проехал, это чисто русский любитель. Чисто 100% русские так делали. Всегда над трупами, всегда издевались на танках, на машинах, на БТРах переезжали. Понимаете? Поэтому вы обратили внимание на то, что после того, как Путин сказал, что он проехал в машине по головам, предатель России, перешедший на вертолете на сторону Украины, получивший за это деньги и живший в Испании летчик, был убит буквально через какое-то время, буквально дни после того, как Путин это сказал. И по голове его проехали машиной. Вы обратили внимание? А я вот обратил. Почему это так Путин сказал? Никакой Зелимхан Ангашвили был обычным бойцом, никаким полевым командиром, как его пытаются назвать. Он здесь был беженцем, да, он был воин, он был доверенным, может быть. Я просто не знал этого человека до того, как его убили, никогда не слышал этой фамилии, не знал этого человека. Но по фотографии видно, что он и рядом с Асланом Масхадовым фотографировался. Поэтому всех его вещей, всех его заслуг я не знаю. Я знаю одно, что никогда ни один чеченец не будет переезжать по голове там убитыми. Это чисто русские так делают. И плюс много было версий, то там бандитские разборки, то взрыв метро. Я просто на все это реагировал и отвечал сразу вашему Путину. Я делал видео и так далее. Поэтому я все это просто очень хорошо помню, как его версии менялись вашего Путина. Как-то так делал. Так.
Для меня предатель есть предатель. Какой нации и стране он не принадлежал. Совершенно верно, абсолютно так. Но просто есть ситуация, когда от КГБ ты бежишь, да, абсолютного зла, а есть, когда ты предаешь ради денег и служишь этой КГБ, а предаешь нормальных людей. Это две большие разницы. Я думаю, люди, которые являются предателями, раз они там давали присягу, треть, десятое, переходят на сторону, я считаю, что они заслуживают уважения, такие люди. Потому что служить России, служить террористической банде ФСБ, но это не оправдывается никакими присягами. Никак, ни при каких обстоятельствах, на мой взгляд. Хотя, да, фактически это являются предателями, если они давали присягу там и так далее, и так далее. Свобода Ичкерия. Эмин, модный доктор. Эмин. Какая религия была у чеченского народа перед исламом? Я не знаю, какая была. Разная была, да? Когда ты бежишь, дабы спасти свою семью, ты не предатель. Ну, разные есть понимания. Сейчас мы... Предать — это значит доверившийся тебе людей предать. Присягу ты давал, или слово ты давал, или там и так далее. Вот что значит предатель. А то, что ты, например, гражданин России, твоя страна напала на Украину, уничтожает украинцев, и тебе нужно разделить ответственность, да пошли вы к черту, я бы сказал бы на месте этого россиянина. Когда сейчас нам сказки рассказывали, что Хамас — это там защитники мусульман, там такие все патриоты, воины Аллаха там и так далее, заскочили, убили женщин, детей, нам предложили их поддержать. Я сказал, а зачем мы, чеченцы, которые никогда не убивали женщин, детей за всю войну, наши воины имеется в виду, мы должны опускаться на уровень вот этих террористов и убийц, которые совершили акт геноцида. Нет, мы в этом не участвуем. Но предлагаю, они же мусульмане, у них же название такое, братья-мусульмане, Хамас, да, переводится. Обязан ты поддержать и так далее, и так далее. Нет, такие вещи тоже даже русским не нужно делать только лишь потому, что там он россиянин или там русский, поддерживать там то, что делает их страна в Украине. За что? Я не буду поддерживать. То, что Кадыров, например, идет и воюет в Грузию, например, убивает, или этот, как его, Ямадаевы братья пошли туда, там их тоже как ширму их использовали, чтобы показать, что вот там чеченцы напали на Грузию и так далее. Я должен это разделить? Да пошли к чертовой матери, конечно. Нет, это люди, которые за деньги убивают людей. Это аморально, это ненормально. Как-то так. Что по поводу черкесов можете сказать? Что могу сказать? Черкесы наши братья, дорогие, любимые братья. Что я еще могу сказать? Не знаю, что сказать. Рост их описать или их что описать? Вы конкретно спросите, я конкретно вам скажу. Но у меня просто интерес, кажется, заходит, что ты думаешь про черкесов, что ты думаешь там, про там, дагестанцев, да что я могу думать о своих братьях? Так я отношусь. Но главное, что вы не были за империю и за геноцид чеченского народа. Вот все, вот этим определяется мое отношение к вам. А к народам это не имеет никакого отношения. Так. Слава Україні, дякую. Героям слава, Сережа, героям слава. Так, сколько мы уже в эфире? Почти 2 часа. Алейкум ассалам, босс Машойль.
Друзья, я на этом свой стрим тогда закончу. Нормально мы посидели, пообщались. Я полагаю, завтра на чеченском языке опять сейчас скажу, и мне опять предъявят. Ну, точно не знаю. Может быть, завтра проведу, но вы увидите. Всего самого хорошего, друзья. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Поддерживайте Украину, и все будет Ичкерия, Делмула, Адикёль, Машоль. Всего хорошего, до свидания, друзья.